минут. Далее вопросы-ответы от вас. Также у нас подключен прямой эфир онлайн и Инстаграм. Все вопросы, которые будут поступать в течение нашего отчета по Инстаграм, будем отвечать, стараться своевременно, либо уже через день каждому тому, кто задал вопрос через сеть Инстаграм. Очень приятно, уважаемые наши жители, сегодня в рамках проведения отчета управы Губинского округа по сложившейся доброй традиции проводится чествование общественников и социальных партнеров за тесное плодотворное сотрудничество и личный вклад в развитие округа и города Якутска. Мы готовы приступить к награждению. Для проведения торжественного вручения наград приглашается народный депутат Государственного собрания Юлтумен Республики Саха-Якутия Христофорова Мария Николаевна. За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия и города Якутска государственной наградой «Гражданская доблесть» награждается председатель Совета кварталов Губинского округа, председатель товарищества собственников жилья «Солнечный берег» Алексеева Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна внесла большой вклад в подготовку управ города Якутска. Также созданная ею ТСЖ «Солнечный берег» является одним из самых образцовых ТСЖ в городе Якутске. Своим ежедневным трудом Ольга Юрьевна создает комфортные условия для проживания горожан. ТСЖ «Солнечный берег» является победителем многих конкурсов по световому оформлению, новогоднему оформлению, победителем конкурса «Дружные соседи». Ольга Юрьевна – инициатор и соорганизатор многих общественно значимых проектов и победитель общегородского конкурса «Лучший председатель ТСЖ». Здесь можно еще больше аплодисментов. Это наша уважаемая Ольга Юрьевна Алексеева. За ваше желание помочь друг другу, наше содружество. Мы очень дружно работаем и с депутатами, и с городом, и с жильцами. У нас очень много активистов. Я благодарю всех наших активистов и по кварталам, и старостам, потому что один в поле не воин. Это заслуга только не моя одна. Это всех наших и управы, и всех наших жильцов, которые постоянно поддерживают наши инициативы. Спасибо вам всем. За активную гражданскую позицию, весомый вклад в общественную жизнь города Якутска, развитие волонтерского движения и социальной коммуникации, благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия награждается Совет старост 203-го микрорайона города Якутска, председатель Луговцева Наталья Викторовна. Просим представителей Совета старост пройти и получить награду благодарность Министерства молодежи и социальным коммуникациям. Действительно, Совет старост 203 микрорайона показывает настоящий пример активной гражданской позиции. Проводит очень много мероприятий. Даже сегодня у них проводится мероприятие подведения итогов онлайн-турнира по шахматам. Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия награждается директор ООО «Управляющая компания Якутск» Чупин Роман Сергеевич за вклад в сфере жилищно-коммунального хозяйства и многолетний добросовестный труд. За активную общественную деятельность и вклад в развитие семейной политики нагрудным знаком Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия награждается председатель Совета предпринимателей
Барашкова Нина Афанасьевна. Один из ярких активных общественных деятелей, который на протяжении существования всего округа занимается именно общественной деятельностью. Наша Нина Афанасьевна Барашкова. Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия награждается мастер участка ООО «Алекс» Анисимов Константин Игоревич за вклад в сфере жилищно-коммунального хозяйства и многолетний добросовестный труд. За многолетний добросовестный труд, активную, благотворительную и общественную деятельность и весомый вклад в развитие предпринимательства, почетной грамотой Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия награждается генеральный директор ООО «Радуга», учредитель ООО «Ирстрой» Бураев Руслан Владимирович. Почетной грамотой Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия награждается директор цветочной мастерской Time Flowers Рагулина Олеся Владимировна за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие предпринимательства. Наши предприниматели и Олеся Владимировна и Руслан Владимирович действительно являются самыми активными социальными партнерами в округе. И очень много программ проходит благодаря их поддержке и личному вкладу. Спасибо вам большое. За многолетний созидательный труд, личный вклад в духовное и культурное развитие общества, почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается заведующая специализированной модельной библиотеки филиала номер 19 3D Герасимова Розалия Кимовна. Хочется добавить, что когда мы ранее искали объекты, где можно провести мероприятие, даже просто круглый стол или встречу общественников, была только единственная библиотека 3D. Всегда для души, для дела мы планировали все это мероприятие. Сейчас, к счастью, расширяем горизонт, здесь большая библиотека Smart. Спасибо. Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа город Якутск Андреева Мария Витальевна, внесшая личный вклад в духовное и культурное развитие общества и развитие библиотечного дела. Библиотечная система наши самые главные социальные партнеры. Спасибо вам большое. Для проведения торжественного вручения наград города Якутска приглашается депутат Якутской городской думы Дмитриев Владислав Михайлович. За многолетний самоотверженный труд, высокие достижения в работе и личный вклад в сфере обслуживания населения медалью «Трудовая доблесть города Якутска» награждается работник управления Федеральной почтовой связи Республики Саха-Якутия Марахоев Анатолий Григорьевич. Буквально на днях, друзья, 11 декабря Анатолию Григорьевичу исполнилось 60 лет. И сегодня родные и близкие Анатолия Григорьевича ждут его за праздничным столом в банкетном зале, чтобы торжественно поздравить с юбилейной датой. Поздравляем вас, Анатолий Григорьевич, с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов в работе! Вот так совпадение, именно в день вручения трудовой доблести, это заслуженная награда именно за многолетний самоотверженный труд и сегодня еще и юбилей. Представляете? Давайте вдвойне аплодисменты громче и фанфары громче, чтобы было праздник настроение самого праздничного центрального зала нашей столицы.
За добросовестный многолетний труд, активную общественную деятельность и весомый вклад в социально-экономическое развитие города Якутска почетным знаком за заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска награждается Сергеева Елизавета Николаевна. Была главным бухгалтером администрации нашего округа, Каменского округа. У нас буквально летом прошла реорганизация, стала централизованная бухгалтерия. Теперь в нашей администрации нет бухгалтерии, нет экономистов, но благодаря ее именно упорству, именно ее многозадачности, ее личному вкладу, все платежные поручения, все работы с подрядными организациями, все аукционы были проведены на высоком уровне и на протяжении 10 лет ее труда. Спасибо большое, наша уважаемая Елизавета Николаевна. За активную общественную деятельность и личный вклад в деле обучения и воспитания подрастающего поколения почетной грамотой Якутской городской думы награждается председатель Совета молодежи Губинского округа Петров Гаврил Валерьевич. Также почетной грамотой награждается Голинов Максим Григорьевич. Спасибо большое, Владислав Михайлович. Сегодня действительно почетные грамоты, благодарственные письма были вручены самым достойным за личный вклад, несмотря на такое время пандемии, но тем не менее наши общественники активно трудятся и работают во благо развития города. Для проведения торжественного вручения наград приглашается руководитель управы Губинского округа Агамерова Ульжана Текеримовна. Благодарственным письмом окружной администрации города Якутска за активную общественную деятельность, повышение экологической активности населения и вклад в развитие города Якутска награждается Хаюрданова Сахаяна Александровна. Благодарственным письмом окружной администрации города Якутска за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие города Якутска награждается староста дома номер 35 203-го микрорайона Пермикина Надежда Августовна. За активную общественную деятельность и развитие ветеранского движения почетной грамотой управы Губинского округа награждается председатель Совета ветеранов Губинского округа Черняк Валентина Васильевна. За активную общественную деятельность, добросовестный труд и вклад в духовное и культурное развитие общества почетной грамотой управы Губинского округа награждается заместитель директора по библиотечной работе и централизованной библиотечной системы города Якутска Кириллина Лада Ильинична.
общественную деятельность, добросовестный труд и вклад в развитие подрастающего поколения почетной грамотой управы Кубинского округа награждается руководитель студии вокала и звукозаписи Pro Voice Олесов Станислав Петрович. Уважаемые жители, участники нашего мероприятия, позвольте продолжить наш отчет и уже приступить непосредственно к докладу. И напоминаю еще раз о формате проведения сегодняшнего отчета. После доклада, основной доклад займет 15 минут, попробую уложиться и в 12 минут. После этого уже выступления, вопросы, комментарии и так далее. Именно непосредственно мы хотим отдать преимущество участникам, которые сегодня в большом зале, столицы города Якутска. И также не забываем мы о том, что идет онлайн-эфир и через Инстаграм, где мы тоже будем отвечать на вопросы. Итак, позвольте приступить к докладу. Засекаем время, уже 17:20. Начнем, пожалуй, с паспорта Губинского округа. Население нашего округа составляет 43 тысячи человек. И у нас 7 кварталов. Это 125 квартал, 53, 141, 140, 142, 202 и 203 микрорайоны. Общая площадь территории составляет 154,6 гектара. В административном округе, в самой администрации у нас работает 12 человек. Руководитель, 2 заместителя, 1 делопроизводитель, 1 юрисконсульт, 1 специалист по работе по предпринимательству и торговле, 3 человека у нас в социальном отделе, 2 в сфере блока ЖКХ и благоустройства. Работа делится по направлению ЖКХ, благоустройства, социальное направление, ну и также по тем компетенциям, которые я уже назвала выше. По состоянию на текущее время в нашем округе 160 многоквартирных домов, которые обслуживаются 25 управляющими организациями, и у нас также 9 товарищ-собственников жилья. Ежедневно принимаются заявки с единой дежурной диспетчерской службы города Якутска. По состоянию на сегодняшнюю дату поступило более 420 заявок с ДДС. То есть я хочу сказать о том, что если вы отправляете заявку в управляющую компанию, ее видят в управляющую компанию, а когда приходит заявка в ДДС, то уже мы берем на контроль, соответственно, мы и ресурсоснабжающие организации проводим до исполнения этой заявки. В 2021 году предприятия жилищно-коммунального комплекса в целом обеспечили работу объектов жизнеобеспечения округа. Без серьезных аварийных и чрезвычайных ситуаций прошел отопительный зимний период 2020-2021, а также план подготовки 21-22 к отопительному сезону был выполнен на 100%, и все многоквартирные дома получили паспорта готовности. Кроме того, управа обеспечивает рабочее взаимодействие с фондом капитального ремонта Республики Саха-Якутия. И был проведен ремонт в этом году по 3 адресам. Это Дзержинского 20/1, Хабарова 21 и Губина 35. По состоянию на сегодняшнюю дату у нас также поступили в сфере ЖКХ вопросы через OneClick, это 89 запросов было на все, стараемся отвечать своевременно и давать полное решение. В целях решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ, конечно же, мы проводим и приемы населения, это и прямые эфиры через Инстаграм, через социальные сети, то есть все возможные инструменты, которые можно донести тот или иной ответ до нашего населения. По направлению благоустройства и озеленения за отчетный период составила площадь зеленых насаждений 3265 квадратных метров. Общее количество цветов по округу было высажено 38 тысяч. Конечно же, активное участие в озеленении принимают у нас предприятия, учреждения нашего округа. Хотелось бы отметить такие, как акционерное общество ЛЭР, Саханнефтегазбыт, управление почтовой связи, это и Министерство внутренних дел, это торговый центр Делей, торговый центр Богатырь, ну и многие другие. И большой весомый вклад в
озеленение дворовых территорий вносят сами наши жители, активисты и также, конечно же, управляющие компании и ТСЖ. Но особенно активно у нас посадка идет в 203 микрорайоне, 202, 53, 142. Это вот я по памяти говорю, где вот прям видно, что очень красивое озеленение, и в 140 по улице Дзержинского в этом году было особенно отмечено многие малые архитектурные формы, ну и само озеленение. Весеннюю-осеннюю кампанию с участием представителей подрядных организаций, предприятий, общественных объединений силами нашего округа были проведены работы по посадке саженцев и кустарников. Всего было высажено 600 саженцев, из них 100 это в парке Победы, далее Боярышник по улице Богатырева, в 203 микрорайоне акации и березы, это силами бизнес-сообщества, Алмаз-Альгебанка и активистов общественного движения. Также хотелось бы отметить, что в муниципальной программе у нас по комфортной среде благоустроены дворы. 202 микрорайон, 9 корпус. Председатель ТСЖ Ольга Юрьевна здесь сегодня присутствует, сама контролировала весь ход работы. И улица Бестужева, Марлинского, 10. За отчетный период с территории округа было вывезено твердокоммунальных отходов в размере 54 500 кубических метров. Крупногабаритного мусора 1350 кубических метров. Габариты 120 мешков, всего 4248 единиц. Несанкционированных свалок 295. Вывоз снега 11 500 кубических метров. Вывоз наледи более 2000. Откачка ливневых и талых вод 1250 кубических метров. Также у нас был произведен вывоз и снос бесхозных и сгоревших объектов 16 тонн на сумму 65 тысяч рублей. Были проведены субботники по санитарной очистке в количестве 112 субботников. Активно участие приняли абсолютно все организации нашего округа и общественные деятели. Всего у нас участвовало 1243 человека, 77 предприятий. Собрано 2428 мешков именно только в период субботников. И вывезен 2 автокузова. На территории округа по итогам инвентаризации имеется 52 муниципальные детские площадки. Из бюджетных средств в 2021 году на сумму 1 миллион 235 тысяч рублей было отремонтировано 25 площадок, а годом ранее 37 площадок. Также здесь мы не берем в учет площадки, которые находятся на балансе УК и ТСЖ. По муниципальной программе одна площадка воркаут, спортивная площадка, установлена будет в 202 микрорайоне между 5 и 6 корпусами. По программе «Доступная среда» в этом году у нас по улице Богатырева, 11 установлен пандус. Это именно на средства программы «Доступная среда». Далее установлена также одна санитарная точка по улице Губин 27, дробь 1 и плита под санитарной точкой по 5 адресам. В нашем округе постоянно осуществляется контроль санитарного состояния. У нас практически в ежедневном порядке специалисты благоустройства делают объезды. В теплое время года у нас все специалисты округа закреплены и делают пешие обходы. Также в этом отношении у нас подключились и советы кварталов, что это очень важно. Таким образом, вместе мы можем решать все вопросы по благоустройству. В случае, если мы видим распространение несанкционированных афиш, рекламы и так далее, то здесь у нас применяется административная, так скажем, мера наказания. И в этой части нам помогает управляющая компания, они отправляют нам данные сведения. Также в рамках взаимодействия с управлением Федеральной службы исполнения наказания и Федеральной службы судебных приставов проводится работа со служебными лицами. Данные граждане обычно у нас, как говорится, задействованы на общественно полезных работах. В этом году таких граждан было 30 человек. В основном все были на санитарной очистке. Самая наболевшая тема, конечно же, обход безнадзорных животных. Ну, наверняка вы все уже видите, знаете, какие меры принимаются сейчас, но этого, опять же, недостаточно. Но, тем не менее, ловушки, которые устанавливаются, показывают свою эффективность, и пункт передержки безнадзорных животных своевременно выезжает. И буквально со вчерашнего дня именно для нашего округа закреплена бригада пункта передержки животных, чтобы конкретно, особенно были отъезды и отлов собак в 202-203 микрорайонах, где основные у нас объекты социального характера. По сфере торговли и предпринимательства основными задачами специалиста по предпринимательству является мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, контроль за соблюдением правил
торговли, оказание услуг населению, предприятиям торговли, общественное питание и бытовое обслуживание на территории округа. Ведется контроль всех форм собственности по соблюдению требований нормативно-правовых актов Республики Саха-Якутия, которые направлены на предотвращение и распространение последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ведется работа по заключению и пролонгации договоров на право размещения нестационарных торговых объектов. В нашем округе их насчитывается количество 45 штук. Также проведение аукционов на размещение весенне-летней торговли, выдача разрешения на установку металлического гаража. Но в целом на территории округа у нас находится 223 единицы именно торговых объектов, из них 8 торговых центров, предприятий в сфере бытовых услуг 89, предприятий общественного питания 30, НТО 45, ну и так далее, продуктовый магазин 44 и далее уже аптеки и один рынок. По состоянию на сегодняшний день было проверено 1370, то есть было проведено рейдов, и составлено протоколов по статье 3.8 КоАП РСЯ 58. Мы продолжаем работу по вывозу неправомерно размещенных объектов, и у нас в этом году мы немножко поменяли условия. Мы не даем на целый год разрешения, а только до мая месяца, чтобы в мае месяце при повторной инвентаризации уже составлять комиссионное заключение, либо будет пролонгация, либо на вывоз. Обычно вывоз производится за счет средств собственника. Если он в определенный ему условленный период времени не произвел вывоз, то это уже будет как муниципальная услуга, но тем не менее возмещение этих затраченных средств муниципалитет возвращает сам собственник. В целом на сегодняшний день сумма на поступление по налоговым доходам, здесь имеется в виду и по НТО, и по гаражам, и по весенней торговле, составляет 3 миллиона 812 тысяч рублей. Из них на установку нестационарных объектов, которые предназначены для хранения транспортных средств, 1 118 тысяч, что по сравнению с прошлым годом увеличено на 18%. По весенне-летней торговле у нас увеличение идет на 44%. И по выдаче разрешений по НТО тоже, опять же, повышение на 25%, имеется в виду по налоговым доходам. У нас ведется также книга учета совершенных правонарушений, КУСП называемые, и поступило у нас за один год 795 обращений. Это по нарушению тишины и покоя. В этом отношении юрисконсульт проводит работу. Помимо этой работы также проводят юридические консультации и составление договоров и протоколов в отношении предприятий, в отношении жителей, ну и в целом по всей данной деятельности. По социальному блоку у нас было проведено за этот год 122 социально-значимых мероприятия, несмотря на пандемию, тем не менее мы, как говорится, выход нашли, и событийность у нас все равно была. Конечно, 40% мы провели в онлайн формате, но тем не менее они все создавали позитивную повестку, события, и это очень было нужно для всех участников этих мероприятий. Хотела бы отметить, что ведется тесная работа, конечно же, по всем направлениям в социальном блоке. Если мы смотрим направление ветеранов, у нас активную работу проводит Совет ветеранов. На сегодняшний день у нас 172 ветерана, это участники войны, ветераны тыла, вдовы участников войны, блокадники, жители блокадного Ленинграда. Если с начала года у нас было 13 участников войны, то сегодня, к сожалению, их осталось 6 участников войны. Конечно же, тружеников тыла их больше, но, тем не менее, возраст, мы понимаем, это 90 лет и выше. Поэтому очень нужно беречь и относиться с таким вот трепетом к каждому нашему ветерану. Начало этого года ознаменовалось тем, что состоялось вручение знака отличия гражданской доблести уважаемому участнику Великой Отечественной войны Николаю Роману Тихоновичу с участием главы города Евгения Николаевича Григорьева. Также мы провели по декаде празднования Дня Победы ряд мероприятий. Одно из любимых мероприятий – это акция «Поеду дорогу», когда на дворовых территориях, где проживают наши участники Великой Отечественной войны, проводили именно песни. То есть мы здесь с участием Министерства внутренних дел, с участием Министерства культуры проводили данное мероприятие. Честно скажу, оценивая эти 2 года, когда мы проводили такие мероприятия, уже опыт показывает, как это важно как и для ветерана, так и для тех жителей, которые проживают. И особенно для
для подрастающего поколения. Сама атмосфера, она показывает, насколько вот патриотизм, он живет в наших душах, в наших сердцах, в наших домах, и это необходимо нам приумножать и продвигать на всех уровнях абсолютно. Конечно же, наши ветераны проводят большую деятельность, участвуют в различных городских конкурсах. В этом приносит действие социальный отдел. И вот буквально недавно, 2 недели назад, наши ветераны заняли призовые места в городском конкурсе по прикладному творчеству и также по национальным видам спорта Хавалын, Хамаска. Да? То есть здесь нужно поаплодировать, что они, несмотря на занятость, и тем не менее они показывают нам пример, как нужно жить, трудиться и наслаждаться каждым днем. А также наша акция «Добрый урожай» в этом году тоже состоялась. Для одиноко проживающих ветеранов были доставлены и капуста, и картофель. То есть это, казалось бы, маленькое такое дело, но на самом деле это так важно, и это так воодушевляет самих ветеранов и тех волонтеров, которые в этом активно принимают участие. Также у нас есть чествование долгожителей, это 90 лет, 95 лет, ну и, конечно же, если к нам обращаются жители, или дети, или внуки ветеранов, которым исполнилось 80 лет, 85, мы, конечно, с удовольствием их тоже поздравляем. По социальному блоку у нас проводится ежегодная акция «Собери ребенка в школу», и этот год тоже не стал исключением. И опять же здесь, благодаря Совету предпринимателей во главе с Ниной Афанасьевной Барашковой, эта акция состоялась. 46 первоклассников из многодетных малообеспеченных семей мы, как говорится, порадовали и праздником, и канцелярскими принадлежностями. Есть, у нас проводится мероприятие городского республиканского масштаба, где участвуют отцы, совет отцов, это соревнования «Аграми», и раз мы в городе заняли призовое место, и в республике мы, как говорится, не подкачали, тоже достойно представили наш округ и в целом наш город. В округе продолжается работа по оформлению удостоверения многодетных семей и также продлению удостоверения. Также в этом году ознаменовано в День матери почетным знаком «Слава матери», который вручается матерям, воспитавших и вырастивших 5 года детей с активной гражданской позицией. Наша активная многодетная мама Эверестова Светлана Тарасовна была удостоена этого знака. Поэтому мы всегда только радуемся, что проходит серьезная сложная комиссия, но всегда наши жители поощряют, и, как говорится, это очень важно. Вот тут слайд был до этого. Молодежный совет тоже активно у нас занимается общественной деятельностью, и буквально в начале декабря они стали призерами, заняли 2-е место на городском конкурсе на слете среди округов пригородов, выступали с социально значимым проектом. Здесь тоже была оказана поддержка социального отдела в работе молодежного совета. Поэтому тоже благодарим. Гаврилов Валерий Петров сегодня здесь тоже присутствует. Поэтому спасибо вам большое. На самом деле, это большая радость, что у нас такие активные молодежь такая у нас есть. И большой радостью событий, конечно же, стало у нас в начале сентября это открытие новых социальных объектов. В 23-м микрорайоне открыто по самым новейшим стандартам современным школы, точнее гимназии, Центр глобального образования по программе ГЧП государственно-частного партнерства и дополнительный группа волонтеров для детского сада номер 23 «Цветик семицветик». Поэтому на сегодняшний день у нас стало гораздо больше школ. Если мы раньше говорили, у нас было 2 школы, да, теперь у нас 5 школ, из них 4 общеобразовательные муниципальные школы и 1 Восточно-Сибирский лицей частного характера. И мы также насчитываем 12 дошкольных образовательных учреждений с учетом филиалов, которые есть в нашем округе. Можно слайд дальше листать, я думаю, там вы увидите как раз здесь и совет руководителей образовательных учреждений, которые активно участвуют в общественной жизни нашего округа. И в тесном сотрудничестве мы проводим абсолютно все мероприятия на окружном уровне, это и в культурной части, в научной, исследовательской работе, это и по благоустройству, по озеленению, это и спортивные мероприятия, которые касаются нашего подрастающего поколения. Конечно же, большая работа и большой вклад у нас ведется со стороны Общественного совета Губинского округа, который возглавляет Дмитрий Владислав Михайлович. У нас в состав Общественного совета входят все председатели, и мы единственный округ, который можем гордиться, что у нас 20 общественных формирований. Представляете, 20.
Я сейчас прям сразу скажу, какие это, вы можете просто аплодировать. Общественный совет Губинского округа, совет ветеранов, женский совет, совет молодежи, совет предпринимателей, совет спортсменов, совет отцов, совет дети в войне, совет многодетных семей, совет по культуре и искусству, совет жилых кварталов в каждом квартале. И в этом году у нас создан совет кварталов Губинского округа, который возглавила Ольга Юрьевна Алексеева. Совет по профилактике по делам несовершеннолетних. Вот в этом году у нас он возобновился, его возглавила Рожина Сусанна Даниловна. И также у нас совет по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Так, сегодня я не вижу, но Галина Владимировна Иванова, вот новый председатель. То есть все наши советы проводят общественную активную деятельность. Вы можете наблюдать у нас в Инстаграм публикациях, у нас постоянно обновляется, где мы показываем работу полностью и администрации округа, и наших советов, потому что это очень важно, это работа с населением и всегда имеет свои плоды, результаты. И вот буквально, вот тоже, я хочу тоже отметить, есть такая премия, Дальневосточная общественная премия «Равнодушный гражданин». И с нашего округа два общественных деятеля, Сивцева Наталья Дмитриевна сегодня здесь присутствует, которая является старостой Губина 37, возглавляет проект «Член добра», она стала лауреатом этой премии, и помогает Сергей Валерьевич, 15-летний капитан возглавляет. Вот такие у нас активные общественные деятели, которые замечены на уровне Дальнего Востока. Коллеги, хотелось бы дальше вот уже немножко чуть быстрее говорить, чтобы завершать и уже приступить к вопросам. Хотелось бы отметить декаду Володи Губина, это очень важно, потому что наш опыт называется в честь Володи Губина, ценой жизни, который спас 4 детей. У нас в этом году немножко формат изменился, мы, конечно, провели возложение цветов у бюста Володи Губина, который, кстати, был, опять же, по общественной инициативе, по программе поддержки инициатив, установлен в 2019 году. В этом году провели мы научно-практическую конференцию для подрастающего поколения. Приняло участие свыше 40 участников, это 14 общеобразовательных школ города Якутска, поэтому тоже есть определенные свои результаты. И вот на этой конференции было одно из направлений, когда рассказывали про человека труда Губинского округа, о лидерах Губинского округа, о ветеранах и о благоустройстве. Поэтому тоже имеет свое очень важное социальное значение. И завершая свой доклад, хотелось бы отметить, что благодаря вот такому тесному союзу наших депутатов, наших общественных деятелей, мы действительно очень много можем проводить и делать для наших жителей. И вот в год здоровья мы практически полнометно проводили ярмарку здоровья. И это случилось благодаря всемирной поддержке народных депутатов Госсобрания Лтумен, Марии Николаевны Христофоровой, медицинской клиники «Аврора», которые действительно очень много сделали, чтобы практически ежемесячно проводились такие ярмарки здоровья. И только в один день участвовало более 200 человек. То есть эта потребность, такая вот население есть, и мы увидели, что люди уже осознанно идут, чтобы поправить свое здоровье, увидеть для профилактики в целом, как говорится, не иметь заболеваний. Все начинают уже думать о своем здоровье. Ну и таким вот завершением большого события всероссийского масштаба, конечно, стала всероссийская перепись населения. В этом наша администрация округа была задействована прямым образом. Мы организовали участие здесь переписчиков, было 57 переписчиков, 8 бригадиров, 20 волонтеров, практически 8 человек, которые занимались переписью населения. Итоги, в принципе, хорошие, в целом по городу Якутску, но мы их только услышим в следующем году, в январе. Но перепись всероссийского масштаба, она состоялась и на уровне нашего города. Ну и в завершение новогоднее мероприятие «Строганин 2021» прошло в онлайн-формате. Здесь наши жители активно участвовали, но также женский совет и совет культуры, они организовали команду поддержки. Тоже, что очень важно в такие моменты получать поддержку. Ну и буквально сегодня завершилась акция «Новогоднее чудо». Мы объехали 16 объектов, да, и это состоялось благодаря в этом году. Мы выиграли, отметьте, да, выиграли субсидию некоммерческих организаций, и в этом отношении НКО УТУ смогли помочь, они участвовали в конкурсном отборе и выиграли грант на 120 тысяч рублей, которые как раз-таки были направлены именно на реализацию этого события. Мы охватили абсолютно все детские сады и школы Губинского округа. Результат этого события – позитивное настроение, прекрасные положительные эмоции не только детей, но и родителей, педагогов, воспитателей, в целом всего города Якутска.
Спасибо большое. Прежде чем приступить к вопросам и ответам, хотела бы провести вот с вами такую вот, скажем, процедуру, пользуясь случаем, что сегодня у нас здесь самые активные лидеры нашей общественности. В этом году у нас было 6 разных идей для участия в конкурсном отборе по программе поддержки местных инициатив Республики Саха-Якутия, которые в феврале месяце будут рассматриваться. И именно 3 проекта, которые смогли набрать наибольшее число, имеется в виду поддержки, через Google форму, через OneClip Якутск. Я хочу сейчас зачитать и хочу попросить вас, это нужно фотофиксацию для того, чтобы они смогли дальше уже участвовать. Дальше будем подать заявку. Можно вернуться обратно? Это наш адрес. Можно чуть раньше вернуться? На первый слайд, чтобы мы... Сквер воспитателя – это у нас инициатива Совета руководителей образовательных учреждений нашего округа. У нас есть в 203 микрорайоне за 35-м корпусом, 35-1, сквер, который пока никак еще, как говорится, не облагорожен. Но здесь есть проект именно сквер воспитателя. Подписайте себе, мы об этом думали уже давно. Буквально вчера глава республики провозгласил следующий год Республики Года Матери. Это тоже очень символично, да? Я думаю, мы сможем это сделать. Вот видите, на картинке красиво будет примерно так, плюс еще будут малые архитектурные формы, которые символизируют воспитателя, педагога и игру. Следующий слайд, пожалуйста. Бубина 33 – это жилой дом, очень активно у нас там жители участвуют в заявкой именно на установление спортивно-детской площадки. И третий слайд, пожалуйста. 203 микрорайон, 26 корпус. Казалось бы, хороший микрорайон, новый микрорайон, но даже здесь есть места, где нужно благоустройство. И в чем большой плюс в том, что жители сами активные. В прошлом году они уже смогли установить там, преобразить детскую площадку, а в этом году хотят участвовать по программе поддержки местных инициатив именно для установления спортивной площадки, и тогда уже будет завершен этот момент. Поэтому прошу поднять руки, если вы готовы поддержать, просто вот сегодня на этом собрании, на этом отчете, что вы готовы поддержать. И тогда мы уже, когда будем составлять пакет документов для участия в конкурсном отборе, там, конечно же, еще больше будет собраний, через Zoom будем делать онлайн-собрание. Если вы готовы поддержать 3 проекта, я прошу поднять руку. Я вот вижу уже без рук. Спасибо большое, потому что это очень важно. На этом я еще раз благодарю и даю свободный микрофон, поэтому, пожалуйста, вопросы, комментарии, предложения, выступайте. Пока вы будете выступать, я хочу ответить на вопросы по Инстаграму. Спасибо. Можно с места, а можно подходить к трибуне для выступления. Добрый день. Всем добрый день. Я хочу всех поздравить с наступающими праздниками. Светлана Кирилловна, спасибо большое за отчет. Я хотела бы задать вам вопрос как председатель по делам несовершеннолетних. Как раз таки согласно вашему отчету, да, если у нас есть совет по делам предпринимателей, можем ли мы работать с ними совместно, потому что в ходе рейдов, которые проводятся не только по линии нашего политического округа, но и по линии мэрии, у нас как раз таки возникает очень много вопросов и проблем касательно торговли алкогольными напитками и работы вообще заведений. В период пандемии это ни для кого не секрет. И в последнее время я уже перестала ходить на эти рейды, на самом деле, да, ходят сотрудники административной комиссии полиции и Росгвардии, но при этом неоднократно в нашем округе были выявлены факты нарушения именно работы данных заведений. Я сейчас не буду называть это заведение, они все прекрасно знают, кто работает, где они находятся, но также недавно, к моему большому сожалению, был выявлен факт продажи алкогольной продукции в нашем маркете больше-меньше, который находится на 202-м микрорайоне. Уже составлен акт протокола со стороны правоохранительных органов, они будут направлены, надеюсь, в ближайшее время в прокуратуру. И так как я понимаю, да, вчера как раз глава в своем послании отметил необходимость перехода от наказания именно к профилактическим работам относительно бизнеса. И в этой части у меня получается вопрос и предложение одновременно, можно ли как-нибудь объединить, синхронизировать работу наших советов по предпринимательству и наши,
чтобы хоть как-то вместе выработать модель работы, чтобы найти ту точку соприкосновения с предпринимателями, чтобы не было такого, что они нарушают, а мы их караем, а чтобы работа была нацелена именно на сбережение нашего населения, не только детей, да, ну, конечно, меня хотят, конечно, больше детей, там, потому что в эти заведения входят и подростки, и несовершеннолетние, и продажа алкоголя несовершеннолетним, это, конечно же, вообще, на самом деле, преступление. Но чтобы не карать самих предпринимателей, а найти с ними, вести с ними равный диалог и прийти к какому-то консенсусу, вот это мое предложение и решение. Спасибо. Да, спасибо большое, Светлана Даниловна. Я думаю, Нина Ханасьевна продолжит, но я сейчас скажу. Конечно же, мы всегда за эффективную деятельность, за результативность, чтобы предпринимательское сообщество могло развиваться и в то же время соблюдали все права наших граждан. Я думаю, конечно же, вот в таком диалоге конструктивном можно найти общие точки решения для развития. Поэтому, Нина Ханасьевна, я думаю, вы продолжите. Спасибо. Вопрос очень хороший, спасибо, Сусанна. Мы, конечно, готовы работать в этом направлении. Дело в том, что наш совет предпринимателей алкомаркеты практически не входит, потому что вы сами знаете, да, это очень такое мощное, значит, это предпринимательское, значит, сообщество, которое практически никому, по-моему, не подчиняется. Но здесь мы с вами, значит, можем, я готова и думаю, наши предприниматели все пойдут навстречу, поскольку действительно вопросов очень много. И их задаются и не только, значит, вот вы, да, и мне очень много задают, но при этом я тоже выступала, говорила, и Роспотребнадзор я обращалась вот, в связи с пандемией и так далее, да, по плану того, что у нас действительно очень много, значит, нарушений идет по алкомаркетам, и если даже я сама хожу, допустим, они меня уже в лицо знают, и понимаете, да, когда 2 случая у нас было ставка, и вопросы там по сигаретам и так далее снялись. И у меня, например, как, допустим, как самой председателю ходить, смысла нет, да, потому что сами знаете, да, вот когда я иду, и вот эта киргизская, которая, о, она опять идет, да, то есть если даже я иду мимо, они уже кричат, что есть такое, и там действительно нарушения какие-то, вот мы с Феликсом этот вопрос обговаривали, конечно, мы в этот вопрос поднимем. И у меня был, значит, в плане, мы об этом обговаривали. Мы все-таки, наверное, соберемся вместе с большим нашим советом, с нашими депутатами. Я приглашу всех, наверное, нам поможете, да, пригласить всех вот этих крупных алкомаркетов, и надо с ними действительно очень серьезно разговаривать на тему, значит, несоблюдения вот именно по несовершеннолетним. Такой вопрос есть. Отличное предложение. И второй вопрос, который вы подняли, в принципе, мы готовы с вами поработать адресно по, значит, нашим социально незащищенным семьям. Я не люблю выражение малообеспеченные, да, такие социально незащищенным семьям. Если есть такая, значит, такие проблемы, мы, значит, готовы это отработать. Мы выходили и давно уже в управе говорили, дайте нам, значит, те семьи, над которыми мы могли бы, значит, шефствовать, но нам нужны такие семьи, которые благополучны, будем так говорить, да. С неблагополучными есть, конечно, вопросы, вы сами этим занимаетесь, в плане того, что вылечить и так далее, да. Мы, значит, оказали спонсорскую помощь 2 семьям, вылечили 2 отцов, значит, в наркодиспансере, поскольку, значит, это платные услуги, значит, да, но пока результаты были на 3 месяца, дальше, как это, сами понимаете, да, постоянно оплачивать их, то, что они срываются, но мы тоже не можем, да, эти вопросы есть, поэтому, Сандра, я очень рада, что, значит, и такие вопросы есть. Надо выходить друг другу на личный контакт, у нас совет всегда открыт, да, и если что, значит, мы друг другу всегда помогаем. Спасибо большое. Коллеги, давайте договоримся, чтобы все желающие могли успеть вопрос задать или прокомментировать. По 2 минуты буквально, да, то есть не дольше. Хорошо? Пожалуйста, свободный микрофон. Следующий, кто желает. Я. Добрый день, дорогие друзья. Ну, первым делом я бы хотела высказать свое одобрение отчета Гульжан Абдулимовны. Прошу прощения, для нас она просто Гульжан. Отчество очень редко употребляем. Ну и, конечно,
Я считаю, что нашему округу очень повезло, что в этом году наконец-то этот кадровый вопрос решился, и что наконец-то у нас такой глава управы, который неравнодушный и который владеет в полной мере всеми аспектами жизни нашего округа. Главная женщина, да? Ну и сейчас, конечно, Сусанне тоже большое спасибо, потому что она, как редкий профессионал, освещает проблемы, наливает и уже как-то изнутри. Мало какой журналист, между нами говоря, отваживается и на контрольные закупки, и на, значит, изнутри, из логова, скажем, наших врагов ведет прямые трансляции, все это видят. Но, к сожалению, я должна вам признать, вы знаете, что на последней сессии Государственное собрание ратифицировало, скажем, федеральный закон на территории нашего региона. Я хочу вам сказать, что я по этим двум поправкам и по, значит, алкоторговле, и по трезвым селам воздержалась как депутат, потому что просто мне совесть не позволила, так как я своим избирателям обещала против этого зла бороться, да. Но сегодня на самом деле для нас открылись еще и новые возможности в таком случае, да, что мы в полной мере можем инициировать те поправки, которые могли бы исправить эту ситуацию. Потому что, когда вот в самом центре вы видели, что на Чиряево, вот в доме, где жил, между нами говоря, Михаил Ильич Николаев, во дворе открыт алкомаркет, я считаю, что это абсолютно никакие ворота не лезут. Да? И нынче такие законы у нас, и, конечно, я очень надеюсь, что и наш поддержат все-таки не словом, а делом депутаты местного, нашей городской думы, Владислав Михайлович, да, надо довести обязательно до соответствующих комиссий, и нам с этими комиссиями тоже надо проводить совместные совещания, потому что часть вопросов находится в ведении муниципальных депутатов. Вот. У нас до сих пор как-то нет в этом плане консенсуса, и поэтому получается, что все мы вроде бы ратуем за решение этих вопросов, да, но согласованных действий, к сожалению, пока не происходит. Это во-вторых, да. В-третьих, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что вчера Сергей Сергеевич Николаев обратился со своим посланием к депутатам республики и органам исполнительной власти. Все уже прекрасно знаем, уже в мессенджерах разошлись на цитаты, скажем, вот это послание, затронуты все сферы деятельности, значит, и дети, и материнство, и социальный блок, и строительство, и духовное развитие, ну и само собой, конечно, столетие нашей республики, столетие СССР, которое будем отвечать в 2022 году. Вот это одна из тех задач, которая должна быть, наверное, реализована в нашем округе, потому что наш округ уникальный. В нем сосредоточены все знаковые памятники, связанные и с Великой Отечественной войной, и с гражданскими вот героическими нашими героями. Да? Ну и, конечно, много проживает в нашем округе достойных людей, бывшие работники исполнительных органов, депутаты, люди, которые своим трудом, самое главное, доказывали свою преданность Родине. Я считаю, что в будущем году будем надеяться на послабление пандемии, надо, чтобы все ветераны получили достойное отношение и внимание к своей славной биографии. Я думаю, что по этому поводу мы еще раз соберемся, я как депутат готова всячески содействовать этим вопросам. Да? И в завершение хотела бы всех жителей округа в вашем лице, мы сегодня собрались, поздравить с наступающим Новым годом и пожелать прежде всего здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. И в планах наших оставили строительство поликлиники в 203-м микрорайоне, еще одной школы, потому что у нас две замечательные новые школы, к сожалению, были запроектированы и построены без учета роста количества населения. Сегодня наш 203-й микрорайон практически такой же, как целый округ Губинский. Я вот не ошибусь, если все там пропишутся наконец-то в этом 203-м микрорайоне, то там жителей будет очень много. Вот. Ну и хотелось бы в завершение немножко вот такой положительной нотки. Наконец-то наш Совет ветеранов округа, благодаря усилиям Надежды Прохоровны нашей, которая просто боец,
добилась, выиграла помещение в торговом центре набережной. Его наконец-то привели в достойный вид. И хотелось бы мне сегодня Валентине Васильевне вручить вот такой скромный сертификат. Ну, скажем, моя скромная депутат укрепления материальной базы. Спасибо всем. Буквально летом мы справили новоселье. Эта теракция находится у нас в торговом центре набережной на первом этаже. Это случилось благодаря поддержке главы города Якутска Евгения Николаевича Григорьева. Спасибо. Пожалуйста, мы переходим дальше. Вопросы, комментарии, предложения. Мы не стали говорить о планах. О всех планах на следующий год будет отдельная публикация, в Инстаграм публикация, также во всех группах, где есть наши жители, где есть общественные деятели. Пожалуйста. Слышно? Слышно. Раз. Олег Желудин, Дзержинского 82. У меня первый вопрос, просьба по новому закону о гаражах, да? Давайте вы примите решение, где можно их оформить, и жильцам сообщите о том, как мои соседи аж пишут. Это первое. Второе вопрос, это городской канал. Вы же извините, я уже третий год смотрю, ну Купинский округ по своему городскому каналу, ну хотя бы могли бы наехать там, хотя. Ну вы посмотрите, если брать прямо где управа находится, озеро, канал, а вы дальше пройдите, там еще хуже. Хотелось бы, чтобы Купинский округ обратил на это внимание, тем более у вас все права, потому что ресурсников можно поиметь, я так грубо говорю. Спасибо, да. Да, и последний вопрос, это вывоз гаражей. Может, инициатива будет от Купинского округа как-то решить эту проблему, как раз здесь два депутата, предложение, потому что это проблема города, она большая. Может быть, все-таки решите, куда эти гаражи будете вывозить. Землю до сих пор не определили, правильно? Если бы людям предложили, я думаю, бы этот вопрос резко бы улучшил, особенно Купинский округ. Могу пример привести 203-го микрорайона. Не видите, что ли? Туда гаражи железные уже ставят к себе под это. Война, наверное, начнется скоро с этими гаражами. Уже в новом квартале. Я про старый не говорю. Спасибо. Да, спасибо большое за вопросы. Действительно, это такие серьезные, сложные вопросы, но они имеют место быть. По гаражам, я как говорила в своем отчете, до конца мая у нас выдано разрешение. В течение мая месяца будет проходить инвентаризация, и также по земельному участку, по-новому, где можно ставить металлические гаражи, будет уже информация новая. Далее, по городскому каналу, как раз таки сейчас разрабатывается мастер-план города Якутска, и мы выходили предложение направления архитектуры, чтобы городской канал, его можно было использовать под благоустройство, ну и в целом рассмотреть, как озеро Тала же есть, что-то похожее сделать, чтобы у нас была действительно зона отдыха вдоль по улице Губина и вот там, где сквер Рыжикова, то есть именно в комплексе рассматривать. Такое предложение есть, водоканалом мы переговоры ведем. Поэтому спасибо большое. Пожалуйста. Можно, да? Да, можно. Ну, добрый вечер, уважаемые жители Купинского округа. Мне сегодня приятно здесь вот быть на вашем отчете. Это как на сердце. Ну, я представляю Совет ветеранов кинематографии Республики Саха-Якутия, и поэтому я вхожу в любой округ. Я хожу по сей день в любой округ. Вот в субботу мы провели с автодорожного мероприятия одно. И поэтому я считаю, что на сегодня, вот я честно говорю, на сегодня самый такой вот, как говорится, креативный, самый позитивный округ со своим общественным центром, со своими общественными формированиями, которые действительно работают, не просто вот на бумаге числятся. Там общественный совет молодежи, совет ветеранов, там вот это все, совет предпринимателей. Это все люди, которые действительно, как говорится, составляют одну компанию во благо именно действий, во благо жизни своего округа. Я вот хочу сказать всем большое спасибо за то, что у вас уже налажена такая вот система социально-экономического развития не только вашего округа, но и, конечно, города. Вы вносите очень большую лепту в это дело. И
хочу сказать, что Губинский округ с 2014 года Совет ветеранов кинематографии проводит свои различные проекты. 70 фильмов до победы, экология души, 75 фильмов до победы, вот это все. И самое главное, первой платформой, где начинают проживаться наши проекты, это Губинский округ. Ваши школы, это 21-я школа, это 33-я школа. Это школьные лагеря. Летом мы тоже проводили акции. Даешь народный мультик, вот это все. И, конечно, мы очень благодарны Губинскому округу за ваши предприятия, за ваши организации, за ваш вклад вот, действительно именно в развитии, в реализации наших гидопроектов. На сегодня я считаю, что все-таки указ президента Путина есть от 18 года до 27 года, десятилетия детства, и нам нужно вот эту систему продолжать. Вводятся учителя, которые будут отвечать за воспитательную часть, с доплатой 5000 рублей, за то, что они ведут именно воспитательную часть. С января вводится должность советника директора, кто ответственен именно за воспитательную часть. Но мы обладаем, вы, вот все сидящие, пожалуйста, поймите правильно, что мы во всем дальневосточном регионе единственный регион, который обладает киноархивом. Сейчас он статус повысился и называется Центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Мы теперь живем в преддверии столетия образования автономии. А сколько у нас там этих документальных фильмов? Это живая история. Наши дети, чтобы стать патриотами, они должны знать свою историю. Они должны знать вот это все. Там хранятся фильмы, начиная с 23-го года. Это во всем Дальневосточном регионе единственный. Нам завидуют белой завистью. Поэтому я вас хочу об этом убедить тоже. И мы вот ставили вопрос, что давайте в каждый округ или где-то в городе сделаем, чтобы у каждого округа был свой музей или свой архив. Мой округ, моя судьба. Мой округ, там, моя жизнь, моя история, вот это все. Тем более, Губинский округ сейчас обладает, сейчас отдается преимущество, привилегия отдается модельным библиотекам. У вас их больше всех на вашей территории. 3D-библиотека. Они мечтали давно, чтобы вот у них там музей какой-то открылся. Теперь смарт-библиотека у вас. Так мне кажется, вы должны быть впереди планеты все идти именно по столетию. Так что, а мы, Совет ветеранов кинематографии, всегда вам идем на помощь. Будем всегда вам помогать в любом случае. Ну и, конечно, хочется отметить, я вот хочу от тебя лично, дать оценку, что работа Губинского округа в этом направлении, в направлении вот этих социально-экономического вот это развития, вот этих всех разных общественных организаций наших, я считаю, что это пятерка. Потому что я работаю по всем округами, я не вижу, чтобы во всех округах где-то так вот сплоченно и так вот, как говорится, вместе работали в одном направлении. Вам очень хорошо, что вот и городская дума в Губинском, и Госдума в лице Марии Николаевны и Вячеслава. Уже Госдума. Это все вместе. Мы, как говорится, мы вместе одна семья. Ну, киночекаторы всегда с вами. Спасибо, и хочу поставить оценку 5. Отлично. Анна, вам спасибо большое. На самом деле, нам повезло, что мы такие активные, деятельные, и ваша помощь, на самом деле, очень значима для всех нас. Мы помним, как были у нас 70 фильмов до победы, народные мультфильмы, это все проекты «Экология души», они до сих пор проводятся, поэтому огромное вам спасибо. Вопрос с вами. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот в набережном мы сделали, да, Совет ветеранов помещение, и мы же просили, чтобы у нас было тоже свое помещение, имеется в виду общественного совета, чтобы, допустим, мне, вот, допустим, предпринимателей можно было собирать, да, а то мы где кто пустит, да, то мама Агата, там еще где-нибудь, да, все, поэтому здесь бы хотелось, чтобы, да, было одно большое помещение, куда бы могли мы все прийти, да, по своим вопросам и, значит, те же старости собираться, да, вот, допустим, если вот совершеннолетний, почему бы на месте собраться или нет, да, такое помещение вот нам нужно, набережной, пожалуйста.
Да, спасибо большое, Ирина, за этот вопрос. Ранее тоже вопрос поднимался, и эти все вопросы мы уже передали главе города Евгению Николаевичу Григорьеву. И при рабочем объезде, надеемся, что это случится либо в течение декабря или в январе, обязательно мы будем рассматривать торговый центр набережной. Первый этаж – это муниципальная площадка и как раз-таки под общественные нужды, под те предложения, которые ранее вы предоставляли. Только побольше помещений, не такое маленькое, как у Федерата. Мы пригласим для участия в этом выездном собрании обязательно общественный совет, и там вместе уже какую-то идею единую сможем сформировать. Пожалуйста, вопросы. Вот вопросы бы хотелось бы услышать. Отдайте фрегат им, фрегат отдайте им. Что? Фрегат им отдайте, магазин, который убирает. Добрый вечер всем. Это не наша Значит, я руководитель первого детского сада, дополнительной группы Центра инклюзии, вновь открывшийся, мы в вашем коллективе новички. И хочу выразить огромное спасибо за сегодняшнюю акцию с Дедом Морозом. Дети были просто в пиком восторге. Особенно их удивил даже Дед Мороз, а живой олень. Он говорит, что живой. Вот. Не меньше тоже радовались наши сотрудники, я в том числе. Было очень здорово, огромное спасибо. И у меня просьба, я один раз к вам обращалась, у нас проблемы со связью, мы как в бункере, родители не могут дозвонить, по-моему, весь 203 микрорайон у нас страдает связь. Не можем ни сотового дозвониться, у нас, к сожалению, нет городских телефонов, только связь по интернету. Родители не могут дозвониться, сотрудники между собой не могут связаться, а у нас должны быть мобильными. Я даже с руководством не могу поговорить, все знают, если я начинаю квакать и пропадать, значит я на 203. Огромная просьба все-таки с нашей связью отработать. Мы обращались к сотовым операторам, они сказали, что у нас все нормально, но я думаю, все-таки при вашей помощи они усилят антенны, поставят. Да-да-да, мы в свою очередь Министерство связи, и в целом Министерство инноваций этот вопрос тоже поднимаем, и соответствующие письма уже есть. Района связи, проблема со связью. И по новой школе тоже, потому что сейчас были онлайн, а там много пытаются, да? Мы знаем, поэтому, как говорится, в современном 21 веке, век информационной технологии, это в первую очередь должно быть, как говорится, устранены все эти ошибки. Елена Сергеевна, я возьму на контроль этот вопрос, ладно? Спасибо. Видите, сразу поддержка депутатская. Очень приятно. Пожалуйста, еще вопросы. Мы, в принципе, планировали работать 1 час, но еще есть время, поэтому, пожалуйста. Это активист 203 микрорайона, я вижу. Здравствуйте, да. Меня зовут Сухаяна. Во-первых, хотела также поздравить всех с наступающими праздниками и поблагодарить, конечно же, за то, что нас ждут, не только мой как активист, но и Совет старост 203 микрорайона так высоко оценен общественностью. У меня вопрос наболевший, об этом я всегда обозначаю, вы сами, наверное, в курсе, но хотелось бы еще раз поднять вопрос по поводу поликлиники или же хотя бы увеличения штата педиатров для 203 района. Поскольку, вообще для Губинского округа, но в том числе 203. Поскольку, вы сами знаете, что 203 очень быстро развивается, этот педиатр, к сожалению, ставка даже одна и та же осталась. И даже несмотря на то, что дома, грубо говоря, развиваются по педиатрам, все равно очень ощутимо то, что педиатры сильно загружены. Они не могут даже элементарно, грубо говоря, посмотреть ребенка нормально. Очень много времени уходит на то, чтобы сидеть в очереди, ждать, и записи катастрофически не хватает. Я уже не говорю о взрослых, к сожалению, я еще не дохожу до взрослой поликлиники, мне бы еще с детской разобраться. Я как молодая мама, и как это очень сильно чувствуется. Когда ребенок, к сожалению, у меня болеет часто, и вызов оформляем, и врач приходит к нам в 9-10 часу вечера. Это значит, что очень много вызовов и большая нагрузка. Вопрос, как решается этот вопрос и когда будет решен? Сахарина Александровна, спасибо большое за вопрос. На самом деле очень актуальный вопрос вы поднимаете. Для решения этого вопроса, конечно, озадачены и глава города, и глава республики, и наш депутатский корпус. Для хоть какого-то первого шага, благодаря Марине Николаевне и Авроре, были открыты именно для приема будущих матерей по улице Ларионова.
Далее центр школьного здоровья у нас еще есть, да? То есть, Начнусь немножко, да, вот женская консультация, которая в Ларионова 8, можно прикрепиться. Там уже прикрепились мамочки там, по беременности, по значит, наблюдению после родовой и так далее, да? Значит, и очень много они делают в счет ОМС. Вот, да? И, во-вторых, вот на днях буквально открыли Центр школьного здоровья в АИКАТ. Это такой пилотный проект у нас совместно с кем уж, с управлением образования, надо сказать, да, нашего города. И, значит, с будущего года мы ставим вопрос, чтобы проводить комплексный скрин здоровья ученика. Выяснилось, вот я являюсь членом комитета по здравоохранению, когда мы заслушали вопросы школьной медицины, выяснилось, что дети с 7 до 13 лет практически у нас не охвачены периодическими медосмотрами. С 7 до 13 лет детям положен только, оказывается, в обязательном порядке педиатр и значит, стоматолог раз в год. Ну, не считая то, что по заболеваниям обращаются, да? А есть же такие диспансерные специализации, когда вообще в комплексе полные делают, да, это значит перед школой, оказывается, детей полностью обследуют, да, и обследуют, начиная с 14-15 лет, и перечень, кстати, больше у мальчиков, чем у девочек, потому что мальчиков наших готовят к армии. Вот так. Как копнули глубже, выяснилось очень много таких вопросов. Сейчас стоит вопрос не только школьной медицины, и стоит вопрос медиков в детских садах, дошкольных образовательных учреждениях. Но вы договорились, что в будущем году проведем ряд мероприятий совместно с здравым, Министерством образования. К сожалению, наше Министерство образования как-то очень тяжело эту тему воспринимает. Ну и в этом году, в апреле месяце, в Госдуме был принят закон в первом чтении, который позволяет, в принципе, видеть медицинского работника в школе, но, к сожалению, на сегодняшний день не решен вопрос. Медикам почему не выгодно в школе? Потому что у них не идет непрерывный медицинский стаж в школе, и заработная плата школьного медика, естественно, гораздо ниже, чем заработная плата врача, который сидит на участке, на педиатрическом участке в больнице. И, в принципе, много вопросов можно решить на региональном уровне, поэтому вот 22 год, Алексей Сергеевич уже задачи все поставил в своем послании, да, по детскому здоровью, да, и, к сожалению, у нас сейчас дети же ковидом начали болеть очень, ну, скажем, много случаев. И сегодня уже говорим о диспансеризации, по углубленной для взрослых, значит, этот вопрос будем поднимать и для детей. По постковидному восстановлению для взрослых, значит, этот вопрос будем поднимать и по детям тоже, да? Так что постараемся все эти вещи, все эти моменты поставить на службу решения этой проблемы. Развитие педиатрической сети и развитие школьной медицины. Да, на одной из последних встреч, вы все помните, да, Софья Александровна, вы тоже, не вы, жители задавали вопрос главе города, и он сказал вопрос на особом контроле, и он постоянно стоит в главе республики. И более того, на последней встрече с Марией Николаевной мы уже практически вышли с предложением, чтобы в 203-м микрорайоне открыть, ну, так скажем, мы даже нашли помещение, но пока не будем говорить, какое, там нужно некоторые нюансы решить, чтобы там это было в шаговой доступности для получения медицинских услуг. Поэтому все эти вопросы... Еще два слова добавлю. Вот сегодня как много говорим о вакцинации. Ну, 203, 202, ну, 202, ладно, они могут пойти, наверное, 203 микрорайон, но сейчас все-таки люди привыкли же все в шаговой доступности получать все услуги, да? 203 микрорайон, если мы там хотим людей вакцинировать, а теперь уже все практически, кто вакцинировался, на ревакцинацию, они должны после этого, переболевшие ковидом, получить углубленную диспансеризацию. Куда им идти? Идти некуда, понимаете? Поэтому сейчас мы будем ставить вопрос для того, чтобы хотя бы пункт первичного терапевтического участка открыть в 203 микрорайоне плюс вакцинации. Раз мы за вакцинацию, так, как говорится, ратуем, ну, значит, надо создавать условия, так? Но у нас на 202 тоже нет вакцинации вообще. Да. Есть поликлиника, не вакцинация, ничего не приехать, надо заканчиваться, а там очередь сами. Да, это самые болевые точки наши, они тоже сразу на контроле главы города. Пожалуйста, давайте еще пару завершающих вопросов, и на этом, я думаю, мы завершим. Несколько вопросов. Несколько слов. Пожалуйста.
хочется сказать, конечно, большое спасибо нашей управе, потому что действительно, если кто-то с кем-то когда-то мы общаемся, всегда говорят, ну, в вашей управе вообще все типа работает, и крутится и вертится, не то, что там в других округах и так далее. Поэтому благодаря вот этой как-то общей взаимопомощи, что ли, да, нашим депутатам хочется большое спасибо сказать за поддержку и за продвижение тех вопросов, которые мы поднимаем, потому что сами мы тоже ничего, как говорится, конкретно не можем. И вот если сказать по медицине, все-таки надо возвращать на круги своя. 4-я поликлиника была и для взрослых, и для детей. Но когда пришли, значит, сделали перестановку, и нам, когда выходили, вот Анатолий Андреевич был у нас депутатом, я ходила с ним, вот и Ольга Юрьевна, еще, значит, Августина Николаевна, мы ходили по всем инстанциям от и до, для того, чтобы поликлинику оставили поликлиникой. Нам все-таки объяснили, что там надо будет открыта педиатрия именно. И я даже ходила один раз по анкетированию, так как я являюсь общественным, как сказать, членом общественного совета поликлиники номер 5, тогда и вот этого медицинского центра. Вот. Я ходила с анкетированием, и когда пришла, получилось, что 3-й, 4-й этаж, они были пустые, я не могла не найти там ни родителей, никого, кабинеты были все закрыты. Когда я только на 2-м этаже были дети действительно с родителями сидели, и меня как-то это возмутило, говорю, вы с таким ожесточением требовали, чтобы это было, всю поликлинику заняли, как бы, в педиатрии, да? Нам оставили только 7 кабинетов. На 1-м этаже один угол для тех, кто живет в 202-м, за тем ветеранам, которым за 70 лет. Остальные все ветераны и люди все должны были ходить в 5-ю поликлинику. И мы так сейчас и ходим. С Черяева до 5-й поликлиники. И мне просто больно смотреть, когда стоят на остановке с Якутской улицы, там с промышленного округа, с этого, там еще какой-то, везут сюда и стоят на остановке с этими маленькими детьми. В том дело, в ту очередь, как 203, когда, конечно, открылся, для них места нет. Она уже вся была поликлиника переполнена. Поэтому мы когда-то с Евгением Николаевичем, он сказал, придется 204-й микрорайон строить. Там социальные объекты. Да, только социальные объекты. Мы так и говорим. Там надо хорошую поликлинику сделать большую, плюс большую школу, действительно, не где-то на первых этажах там ютиться. Хороший детский сад открыть там. Все то, что нужно, какие-то инфраструктурные помещения там сделать. Действительно сделать, чтобы это было все. А 4-ю поликлинику оставить 202-му микрорайону. Я считаю так. Вот, потом, значит, хочется поблагодарить, значит, что нам наконец-то дали помещение, но вот когда мы, значит, сейчас готовимся к Новому году, собрались у нас 13-15 человек, и нам, оказывается, и в этом помещении развернуться негде. Потому что говорим, вот, ну, правда, у нас там еще угол весь, один угол занят коробками, которые мы принесли, они все говорят, а где эти коробки, у нас там стояли. Там они у нас стояли под столом, под скамейками, под всем, чем только можно было. Сейчас они вышли наверх у нас и стоят так. Поэтому, конечно, когда нам управа предложила, сказали, давайте предлагайте другие советы, что хотите там открыть. И все замолчали сразу. Когда мы просили, значит, совет молодежи сказал, нам тоже надо, по спорту совет сказал, нам тоже надо. И я стала молчать, думаю, скажет, ну опять Прохоров немало, ей еще надо. А по крайней мере, вот сейчас к Новому году готовимся, собрались и говорим, ну где-то нам переодеться-то тоже надо. Тут будут столы стоять, тут будем стоять на уголочке, а где переодеваться-то будем? Просим еще там одно помещение нам дайте. Ну, вы друг другу хотите в гости в одном здании. Раз другие советы не хотят, то нам еще как бы надо. Вот. Поэтому хочется поблагодарить за поддержку. Я считаю, что наша управа очень хорошо работает, но отлично оценки нет, но удовлетворительно мы все, наверное, скажем. Спасибо. Есть же такое, просто говоря, удовлетворительно. Поэтому большое вам всем спасибо за поддержку, за взаимопонимание. И все, вот у нас
Тем хорошо, что когда мы на общественном совете собираемся, все и депутаты, все проблемы, которые у нас, мы высказываем. И как-то тут сразу все тихо, спокойно решается. Ну вот сейчас я не знаю, ЖКХ у нас представители есть, нет? Есть. Есть, да? Надежда Прохоровна, мы уже завершаемся. Нет, я сейчас скажу. Просто у нас проблема вообще в доме, где я живу. Черяева, два месяца течет вода. Значит, у нас... У вас пока Рубинский обслуживает, они сегодня здесь. В прошлом году поменяли эти регистры в подъезде, да? В этом году, видать, не так подключили, я так по моим понятиям, что они не туда, куда надо включили, а в обратку. Потому что трубы-то совсем в подъезде не чуть-чуть живые. В то время как во всех подъездах, вот где я бываю, их дома у нас все горячо. Теперь они уже 2 месяца подряд шланг соединили, и воду спустили, я так поняла, в канализацию. Давайте сделаем следующее. После нашего отчета мы сразу позвоним, вот они здесь, к вам выйдут. Что жители там уже готовят это целое письмо мэру. Да? Я не просто их успокоила, сказала, милые мои, все, вопрос там, я ему позвонила, этому Егору Ильичу, он сказал, все это мы знаем, ну 2 месяца уже ни туда, ни сюда. Хорошо, взяли на контроль тогда. Сказали, что платить за канализацию не будем. Я хочу предупредить. Ясно, спасибо большое. Все вопросы фиксируются, вносится протокол, который мы потом передаем и окружной администрации города Якутска. Это все будет на исполнение. Еще раз, уважаемые наши общественники, представители, руководители организаций, учреждений нашего округа, наши активные жители, хотим поблагодарить всех за ваш вклад. Если бы мы вместе не работали, бы ничего бы этого и не было. То есть благодаря вот нашему союзу, тесному сотрудничеству, потому что все мы понимаем, мы живем в одном городе, тем более в одном округе, и все мы это делаем во благо наших детей, во благо будущего. Поэтому все мы вместе, все любые вопросы, которые, казалось бы, может быть и сложные, и глобальные, но постепенно они будут решаться. Еще раз всем огромная благодарность за ваше участие, то, что нашли сегодня время. И хочу поздравить от всей души с наступающим Новым годом. Пусть здоровье будет крепким, в доме царит уют, гармония и радость. И приглашаю вас на общее фотографирование. Всем спасибо. Ну, давайте пока люди идут, Надежда, вернее,